Россия. Ну, я думаю, что я с тобой соглашусь. Если говорить о наличии политтехнологов как угроза суверенитету, я думаю, это некорректно, потому что политтехнолог, его функция советовать, а уже как ты будешь использовать его совет, это уже... Иной раз пытались выставить, что вот тоже как нарушение и попытку, да, там, вмешаться. Да, я этих политтехнологов ни в коем случае не оправдываю. Я прекрасно понимаю, как вот этот зачастую... Нет, если говорить о конкретных политтехнологах, то можно много чего сказать. Да, и конкретный вот этот, подход, когда пытаются люди здесь применять, скажем так, ту же логику мышления, которая там применяется в российском регионе, я считаю, это недопустимо, это катастрофа. Я считаю, что для российской дипломатии, да, сейчас в том числе для российских чиновников и для российских государственников, которые сейчас являются частью взаимоотношений политического процесса, есть огромный шанс, и я это говорю своим российским друзьям, коллегам, в том числе и в администрации президента, да, которые столкнулись сейчас с темой Абхазии. Говорю, что для нас, для русских, это уникальный шанс. В абхазском языке есть 7К. 9. Я слышал про 7. 9 еще лучше. Еще лучше. И каждое произношение, я, естественно, не умею произносить, к сожалению, хотелось бы научиться, может иметь свой оттенок и менять смысл. И абхазский мозг, он действительно устроен таким образом, то есть язык – это отражение твоего сознания. Он устроен настолько сложно и имеет столько нюансов, да, столько оттенков, что если мы научимся понимать абхазов по-настоящему, да, то это нам не составит, мне кажется, понять всех на планете. Да, потому что уметь уловить оттенки и разобраться вот во всех этих тонкостях и нюансах абхазского менталитета, это действительно дорогого стоит прежде всего для тебя, как для человека, который хочет расти как личность. Поэтому для меня кажется, сейчас для российского политикума, да, если тебе понравилось такое выражение, это действительно шанс. И я вижу, и я очень многим действительно ребятам знакомым... Берите абхазов во внешнеполитические ведомства. Будем помогать. И вы у нас тоже учите. Я один из тех людей, кто здесь старается напитаться и научиться чему-то с каждым приездом. Для меня это огромный опыт, и мне это потом дает в моем, скажем, интеллектуальном развитии огромную фору, когда я общаюсь, скажем так, на других условных фронтах. Ты проводил фестиваль «Весна», да, по-моему, назывался, да? Совершенно точно, именно так и назывался. Вот наш друг я не был, я не слышал. А вот зря ты не был, между прочим. Я был на завершающем. Может, и не было здесь, в Абхазии. Там абхазская аудитория, кто-то, да, был в шоке, что там прозвучали песни на украинском языке. И если проводить аналогию, допустим, да, с нашим конфликтом, с нашими взаимоотношениями, даже на официальном уровне, можно сейчас посмотреть там в соцсетях, как общаются абхазы и грузины, то есть мы ненавидим, самые радикальные, естественно, да, там невменяемые люди, да, там ненавидят все грузинское, ненавидят все абхазское, да, и тут, мне кажется, это принципиальная разница в этом, да, вот почему на украинском языке? Слушай, я на одну там 16-ю хохол. У меня прадед, точнее, из Житомира. И, кстати, крутая история. Потом у меня сестра вычитала, когда я был ранен, у меня было ранение стопы правой. У моего прадеда украинского, когда он находился в эвакуации и с моей прабабушкой сошелся, у него было ранение правой стопы одинаковое. Вот. И это действительно, для меня такое тоже совпадение, в некотором смысле судьбоносное. Я не тот человек, который отрицает какую-либо культуру, в принципе. Понимаешь, я человек, который против позиции то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Ведь для меня на чьей стороне справедливость, вот от этого зависело прежде всего, когда я оказался на Украине, в Киеве. Да?
когда одни люди вышли и сказали на Евромайдане, что мы хотим жить сами, и совершили там вооруженный госпереворот, да, и когда другие люди на Донбассе без оружия вышли сами и сказали, вы свою судьбу выбрали, пожалуйста, теперь мы должны свою судьбу выбрать, да, а наша судьба, мы ее видим иначе, да, против них пошли войной, ведь это в 2014 году началось, да, как и в 1992 году здесь. Да. Грузия выбрала свой путь. Абхазия решила выбрать... Почему им можно было свой выбрать путь, а нам нельзя, да? И это вот фундаментальное, на мой взгляд, отличие между теми людьми, кто воюет за справедливость, да, и теми людьми, кто воюет за свою исключительность. Вот. Я не считаю, что все должны на Украине говорить на русском. И уж тем более не считаю, что все должны на русском говорить в Абхазии. Да, я обожаю слушать и абхазские песни, и обожаю слушать украинские песни. Дети, которые выступали здесь, в Новофонской пещере, им было по 7-8 лет в 2014 году, когда началась война. Регент хора Ольга Ильчук, это горловский архиерейский хор, он в Горловке все эти 12 лет войны существовал, дети под обстрелами ходили в воскресную школу, учились петь, и в условиях войны за 12 лет этот коллектив тоже вырос до мирового уровня. Я когда-то услышал, как они на украинском поют, и был просто восхищен. Я вообще, в принципе, люблю украинские песни. И когда мы сюда ехали, я их тоже попросил, потому что мне очень хотелось, чтобы это здесь прозвучало, потому что это красиво, во-первых, а во-вторых, это говорит о том, что мы не воюем против культуры, да? Мы воюем против тех людей, которые ставят себя выше других. Вот это, у человечества был такой опыт в 40-х. К сожалению же, мы видим эхо этого, да, и то, что было в лице Гапсахурдия и этих нацистских его отрядов, то, что там было в лице Азова и существует по-прежнему, к сожалению, да. Мы воюем, по сути дела, да, против нацизма. Для меня терроризм, нацизм – это плюс-минус понятия, да, недалекие друг от друга. Мы воюем против того, когда чья-то исключительность направлена против нас или против людей, которые нам дороги. Это очень важно понимать. И еще для меня очень важно было такой посыл донести этим фестивалем. Я, кстати, вот сразу тоже хочу оговориться, потому что я знаю, что в абхазском обществе такое неоднозначное отношение может быть к многочисленным фестивалям и так далее, что вот на что мало деньги идут, там государственные и так далее. Вот я хочу сказать, что мы свой фестиваль, и мне кажется, это тоже позиция в некотором роде, мы его провели своими силами, то есть мои абхазские друзья пошли к одному бизнесмену, пошли к другому бизнесмену, пошли к третьему, пятому, десятому, объясняли, почему это важно, почему это ценно. Ребята из ХУАПа, я и гитарист группы «Звери», мои ребята, кто у меня в команде работают, без единой копейки государственных денег это провели, потому что для нас это прежде всего является нашей творческой целью, нашей творческой радостью, нашим творческим удовлетворением, что мы здесь смогли создать, что абхазы услышали искусство, рожденное на Донбассе, что, несмотря на разность абсолютно контента, будем тогда говорить, музыкального, все равно это общая боль. Дети, которые, какие уже дети, это мои ровесники, они были детьми в 92-93 году. И Денис Аруха, и Гудис Аруха, когда здесь была война, они тоже дети войны. И вот делать из драмы, из боли, уметь в итоге выйти во что-то прекрасное, то есть имеется в виду ту боль, которую ты испытал, переродить в красоту, да, мне кажется, это единственный здоровый механизм, с помощью которого можно вылечиться от войны. Я так понимаю, в продолжении этой истории или отдельно сейчас оркестр
Утар Хунцари поехал уже на Донбасс. Да, ну это как бы все параллельно развивалось. Просто ребята приезжали, мы сюда приезжали узким коллективом с Герой, это Герман Осипов, гитарист группы «Звери», с Лешей Булгаковым. Мы вот в Волгалерее, да, вот у Ольги Родиана в галерее, просто как-то парни приехали, мы пришли попить кофе, они достали гитары и балалайку, стали петь песни, и народ вот так с улицы, это был не сезон, это там, по-моему, чуть ли там не, ну, или зима даже была. Ну, короче, местные, это не туристы. Местные. Люди пришли, и они с таким интересом слушали, как, балалайка с гитарой. Потом ребята приехали на Донбасс маленьким кругом. Балалайка, Гера стал им на балалайке подыгрывать там в унисон, Абхерце и так далее, и так далее. Оказалось, что вот на почве творчества мы настолько много общего друг у друга нашли и увидели, да, что вот никаким иной раз там подкастом не объяснишь. Но если коротко, мотивация какая у тебя вот делать такие вещи? Я творческий человек, какая мотивация написать стихотворение? Порыв, да? Да. Ну, это моя природа. Я получаю огромное удовольствие от того, что я делюсь с людьми чем-то красивым. Я делаю это ради собственного удовольствия. И с помощью красоты мы лучше друг друга начинаем понимать, как мне кажется. Вот завершая потихонечку нашу беседу, хочу, знаешь, попросить тебя. Ты говорил о том, что ты понимаешь фобии, которые есть у абхазского общества, относительно той помощи, которая со стороны Российской Федерации идет. И мне кажется, это, наверное, как-то ожидаемо, естественно, когда человеку или народу помогают, какие-то вопросы, что он себе задает, да, и, может быть, какие-то опасения у него возникают. Почему все-таки Россия помогает? Должны мы ли что-то за это? И какая мотивация? Мне кажется, вот есть такая тоже абхазская поговорка, и я, правда, понимаю фобию абхазского народа, и мне кажется, эта поговорка довольно точно передает, да, смысл, характер этих фобий. Да, это, я не знаю, как она на абхазском звучит, точнее, не воспроизведу, что можно так сильно обнять, что задушишь. Вот, и есть, да, такая поговорка, есть, правильно? Такая поговорка. И понятно, что сейчас с приходом нового политического блока, да, вот эти объятия, они стали там более теплыми, и их кажется, что вот тебя так обнимают, что что же вот дальше не остановятся, будут обнимать до конца, что пока не задохнусь. Согреют или ребра сломают. Да, и еще есть одна, по-моему, прекрасная абхазская поговорка, что обжегшийся один раз у костра будет дуть даже на холодное. Да, и мне кажется, это довольно точно, да, передает переживания людей. И наша общая задача через диалог, в том числе наш с вами диалог, причем прежде всего через диалог между теми людьми, которые являются именно вот интеллектуальным ядром абхазского общества, да, с российскими интеллектуалами, да, вот все эти вещи проговаривать и говорить вслух. Очень просто, мне кажется, иногда злую шутку играет пресловутый политез, когда мы боимся сказать что-то лишнее, и типа лучше мы об этом говорить не будем. И это почва для возникновения еще домыслов, да. Больше паранойи, еще больше фобии, причем, как ни странно, с обеих сторон. Ведь они у нас тоже есть. Конечно. Когда мы ехали сюда в машине, да, с нами наш друг ехал, она не даст соврать, я сказал, что в тот момент, когда мы перестаем мерзавца называть мерзавцем, вот в этот момент начинается разрушение. Когда мы начинаем подменять понятия, когда мы пожимаем руку не рукопожатным. Да, а сзади держим фигу. А потом сзади держим фигу. Это уже... Вот с этого начинается конец. Почему Россия помогает? Да, твой союзник должен быть сильным. Ведь это, по-моему, очевидно. Если ты понимаешь... Союзники, это же там, в целом, хорошо, если вся жизнь, да, война, я не говорю там про только стрельбу. Борьба, можно сказать. Да, вся жизнь борьба. И ты в этой борьбе находишь себе союзников, ты заинтересован в том, чтобы твой союзник был сильный. Чтобы в случае, если будет драка,
и, ну, в широком смысле этого слова, опять же, не обязательно, да, там на кулаках, если будет борьба, если будет схватка, да, чтобы твой союзник не был для тебя обузой, а чтобы он усиливал тебя. Ну, мне кажется, это очевидное желание для любого там адекватного человека, кто занимается, да, там борьбой в широком смысле этого слова. И я понимаю опасения, потому что, возможно, предыдущим командам не хотелось, чтобы Абхазия была сильной. Сейчас я вижу совершенно другие тенденции. Я обозначил, почему я их вижу, почему я в них верю. И, по крайней мере, я сам вот просто как человек, как творческая личность, как журналист хочу делать и двигаться именно в этом направлении. Помогать и то, и другому, и тому, и другому политикуму, да, и российскому, и абхазскому обществу двигаться именно в этом направлении. Развеивать фобии и делать сильнее друг друга. Вот мы много говорим о российской помощи, да, и в культурном плане, финансовом плане, военном плане, плане безопасности, да, да, это замечательный посыл. Очень хорошо ты сказал по поводу сильного союзника. Вот. Но что маленькая Абхазия, на твой взгляд, может дать большой России? Слушай, ну, для меня тоже тут вопрос очевиден, потому что я буду про себя говорить, да. Мне Абхазия помогла научиться уважать собственные традиции тоже. Чего греха таить, глобализация в России. Я сам парень-то, в общем-то, околодеревенский очень тоже. У меня бабушка из русской деревни. Я там очень много времени проводил под Смоленском. Эта территория была в свое время оккупирована. Это очень хороший, кстати, момент. И когда я здесь года 2 прожил, ко мне приехали родители погостить. С нами за столом сидел мой товарищ абхаз и говорит, вот, смотрите, вот Семен, какой молодец, он вот за 2 года, значит, стал абхазом. Да, стал абхазом. И вот понял все традиции, что вот и так далее. А мама моя сказала, она хорошо помнит деревенские посиделки, и говорит, а чему тут было учиться, у нас в деревне всегда было так же. К сожалению, какие-то вещи мы, русские, забыли, вот свои традиционные, да, и это большая трагедия для нас, русских, тоже. И здесь я научился понимать, уважать и ценить собственную культуру, собственную традицию, гордиться ей, стараться делать так, чтобы она не ушла в прошлое. И мне кажется, это качество, которое абхазы, несмотря на бушующие вокруг ураганы на протяжении столетий, смогла сохранить, в том числе благодаря своей деревне и благодаря верности своим традициям, верности кодексу Апсура. Ведь для нас, для русских, все это также понятно должно быть, также одинаково ценно. Да? И на самом деле, как ни странно, ценности и традиции у нас практически одинаковые. И если мы где-то это забыли, упустили в своей городской жизни, в своих мегаполисах и так далее, то для меня лично, и ну, я по себе могу, каждый судит, да, по себе, и Абхазия – это шанс и возможность, ключик к тому, чтобы многие свои позиции пересмотреть на этот счет. Спасибо тебе большое. Семен, огромное тебе спасибо. Да вам спасибо, вы классно поболтали. Надеюсь, наша встреча не крайняя. Приезжай, вот с Георгием мы на Донбассе виделись, я тебя зову к себе на подкаст уже в Донбасс, тоже там поболтаем. Расскажешь про свою войну. Абзирас и Табуб Дарадзем. Приедем, поговорим о войне и мире. Да, все.